Привет, ребята. Ну, наверное, пришло наше время, час Х. Никогда, ребята, так рано не открывал сезон. 24 апреля на сегодня. Обычно в майские праздники, 9 мая, я нахожусь на острове. Мы по традиции там живем в Весновку, отмечаем. Большое половодье, все затоплено. Ставим пару сетюшек и живем 2-3 дня, просто наслаждаемся природой, солнышком весенним. И живем с друзьями на острове. Немножко рыбачим, готовим вкусняшки, балдеем, уха, первая уха в это время. Ну а, друзья, 23-й год показывает совсем все по-другому. Вода в берегах, наводнения толком нету. Возможно, будет паводок, но пока, ребята, вот такая ситуация. Новая лодка уже обкатана. И сегодня, ребят, в планах выехать на одно из мест с ночевкой именно по Налиму. Мои кормилицы, ребята, все заряжено. Перебрал доночки. К сезону меняю все поводки по возможности. Крючки обязательно, так как постоянно в песке, грязь, там дождь, сырость, жало ржавеет. Надо на этом не экономить. Перебрал донки. Все хорошо. В этом году ничего не делал, не плавил груза, потому что с прошлого года все осталось, все хорошо. Комплект доночек, ребята, 10 штучек. Основная 0,7, поводочная 35. В комплекте, ребята, с собой беру запасные груза, колокольчики и штук 20-30 всяких различных крючков. Желательно с большим цевьем, так как на большой пучок червя. Все по классике жанра, ребят. Начинаем, в общем, серию «Один на реке», так как сейчас многие готовятся к охоте, ставят сетки. Понятно, что рыбаков еще нету на реке. Но я чем люблю рыбалку по Налиму, что она начинается очень рано и заканчивается очень поздно. Соответственно, сейчас никакого поплавка, фидера не может быть и речи в данный момент. А донки, ребят, уже рыбачат, уже ловят. И по поздней осени, когда уже идет снег, какая-то шуга, все уже закрыли сезон, а донки еще ловят. И так получается, что у меня межсезонья какого-то практически нету. А лед сошел, прошла неделя, занимался какими-то делами и понеслась. Все. Так что уезжаем, ребята, в один коряжничек. Попробую начинать с него. Ну и за эту неделю планирую через каждый день, ребята, выезжать. В общем, недельная рыбалка для себя прям так задумана. Ночую, домой приезжаю, отсыпаюсь, по возможности какие-то дела, монтирую фильм и на следующий день, ребята, опять выезжаю. В общем, за неделю пройду 5 точек своих, которые уже давно известны для себя, уже понятия какие-то есть, какая глубина, какая бровка. В общем, начинаем с низовья и будем потихоньку подниматься, бомбить, ребята. Классика жанра, костерочек, маленькая палаточка. Потому что ночью у нас плюс, вроде 5 сегодня. Сегодня было -2 ночью. Печку, в принципе, уже брать не стоит. Как-нибудь будем кантоваться. Ну, пила. И вот начинаю, ребята, потихоньку собираться. Все. 24 апреля. К весне, ребята, брал пару сумок. Вот такой гермомешочек и сумка. Вот именно вот для походов, ребята, что ни на есть, очень круто. И буквально на днях пришла очередная посылочка от ребят. В общем, заказывал через Валберес. Все очень просто, быстро. В течение 5 дней товар уже у меня. И, как я вам обещал, ребята, отказываюсь от всяких рюкзаков, баулов. В плане таких всяких мешков. Вот таких. Перехожу, ребят, на гермосумки, гермомешки. Так как вещь просто крутая. Дождь, слякоть, снег, все вещи сухие, не переживаешь за что-то, за фонарики, за гаджеты именно, за аппаратуру, знаешь, что у тебя ничего не намокнет. Все. Итак, друзья, очередные 2 новиночки. Вот такие сумочки, друзья. Вот такие сумочки, смотрите. Заказал в таком зеленом цвете. Цвета есть различные, в принципе, но все-таки я уважаю камуфляж, цвет хаки, что-то такого подобия.
И заказал вот такого плана зеленые сумки, ребят, смотрите. На молнии. Так как все-таки сумка и гермомешок, ребята, понятия разные. Вот, допустим, гермомешок, этот у нас на 60 литров. Ну, ты его заложил полностью, упаковал. Но если что-то, допустим, надо снизу достать, это надо будет доставать полностью все. А сумка уже, ребята, она уже сумка. То бишь мы ее открыли. Раз. Тут что-то у нас лежит, тут что-то у нас лежит. Закрыли. Огонь. Ну и вторая то же самое. Сумочка. Вот такие сумочки, ребятки. Теперь у меня на вооружение. Все, ставлю их на вооружение. Также под что пока не знаю, но перехожу полностью, ребята. Уже можно будет куда-то съездить, попутешествовать. Уже как-то не стрёмно там в том же поезде, знаете, там перевозить вещи, потому что знаешь, что ты можешь и на землю поставить. Вот сейчас земля влажная, без проблем. Вот такие две сумочки, ребят, ставлю на вооружение. Ребята молодцы, быстро все сделали, все бац, все, сегодня товар уже отправлен, круто. Зашел вот это, кстати, тоже гермомешок, ребята, потому что, ну, он вообще как бы универсалочка. Можно и как сумку нести его, и можно через плечи. Здесь получается две лямки, как рюкзак. Вообще можно за клюквой ходить, за ягодами, за грибами. Ничего не протекет у вас ни в машине. Вообще вещь универсальная. Спрашивали, как ведет себя в морозы. Да, немножко, ребят, дубеет, понятное дело, немножко дубеет. Но это как бы больше, наверное, весна, лето, осень, зима. Зимой, конечно, особо прям, ну, не подойдет, потому что если сильный мороз, то, конечно, он немножко твердый становится. Но я, в принципе, использовал, и ничего, нормально. Просто ложишь туда вещи какие-то, спальники, и забываешь, и уже не переживаешь. Я потому что попадал, что приезжаю, а у меня спальник сырой. Я его открываю, где-то он стоял на льду. Короче, вот такие, ребят, две сумочки. Теперь у меня много двигается, ребят, путешествует, рыбачит, охотится. Вещь незаменимая, вообще под что угодно. Под те же там, под то же ружье, под патроны, под такие вещи, которые боятся воды. И вы переживаете, что там они намокнут, какие-то там спички, там газовые горелки. Обычно всегда, когда в походы собираешься, там спички там запаковываешь в пакет. Здесь уже все, ребята, забыто с этим расчетом. Рекомендую приобретать именно вот такие вещи, потому что хорошая вещь, ребята, она есть хорошая, и для себя, для любимого не жалко. Зато уже загрузились и забылись, и не переживайте никаких тендов. Так что рекомендую, ребят. Ссылку оставлю в описании на эти сумочки. Заходите, смотрите. У парней много чего интересного, различные цвета, объемы и так далее. Так что гарантирую, очень круто. Быстро все делают, качественно, только кайф. В общем, кому интересно, ребята, все снизу в описании, залетайте, а мы собираемся. До боли знакомая, ребят, баночка, да, не изменяя традициям. Майонезная банка, это под насадку, под червя. Она у меня знаменитая и каждый год продолжает со мной быть. Что ни на есть, ребята, земля еще промерзшая, снег растаял, а вода позволяет рыбачить, а червя еще не накопать. Но у меня остатки оставались от закрытия сезона дендробена. Планировали еще поездить на комбайны, но в конце не получилось. В общем, будем открываться на дендробену. Лежали в холодильнике.
Вот как-то оно так. Смотрю, ребята, уже яйца есть, видите? Вон сколько яиц. Офигеть. Ну правильно, что они месяц в холодильнике пролежали. Да, вон, смотрите, все в яйцах. Сейчас, в принципе, можно было их выращивать. Может, в огороде у меня вырастут дендробена. Отходим. Ну что, ребят, погнали. Время 2 часа дня. Немножко пораньше поедем. Взял еще бензина с собой про запас. Посмотрим обстановочку. Кстати, начала вода подниматься. Шуга ушла. Был большой спад воды, а сейчас она начала немножко подниматься. В общем, первая точка, ребят, иду вниз. Заодно прокатимся, посмотрю места для себя еще планово. Короче, пока не знаю, возможно, буду даже ночевать не там, где планировал. Но мне кажется, по такой воде там в самый раз можно. Это здорово. Все, отхожу от поселка. Потихоньку пойдем. Солнышко, тепло, 16 градусов. Завтра что-то в районе 20. Так что красота. Все, с Богом.
Прибыли. Ну что, друзья, прибыл на точку. В принципе, все круто. Берега позволяют. Сейчас пройдусь, обстановочку посмотрю. Если все устраивает, остаюсь здесь. В этом районе у меня 2-3 точки есть. Думаю, посмотрю. Если здесь что-то не будет нравиться, то буду переезжать. Если там что-то не нравится, буду переезжать. На концове как будто все нормально. Местами, ребята, еще идет лед. И северные берега, где солнце не попадает, вон даже много снега. В общем, красота. Сухенько. Уже, кстати, активизируюсь клещей. У нас, ну, я привитый. Все нормально. Что могу сказать, друзья? Течение ужасное. Просто. Здесь-то как раз такой угол. Течение по этой стороне бьет. Прям течка такая серьезная. Ну, в прошлом году здесь я рыбачил. Как раз примерно в это же время, но я имею в виду в такую же воду. И все четко у нас было. Груза здесь надо тяжелый стоит, 250-е, наверное, даже. Потому что сносить будет. Ну, в общем, буду прямо, ребят, с обрыва вот так бросать. Потому что спуска нету, сами понимаете. И метров 10. Не более того, донка. Короче, нормально. На 10 доночек тут раскидаюсь. Будем посмотреть. Коряжик здесь злой. Обрывы, зацепы по-любому будут. Ну вот так выглядят озера, ребята. Курьи, старицы. Здесь спокойно можно еще рыбачить на зимнюю рыбалку. Они еще сильно не оттаяли, не промерзли. Ночью были минуса, и, в общем, сильно такой протайки не было. Лед взорвало. В принципе, спокойно можно выходить, там как минимум метр льда еще. Вот это все должно растаять, и тогда будет подъем воды. С дровами проблем тоже, друзья, нету. Сушину нафигачила сюда краем, как раз в эту сторону ломала лед. И вот набросала всяко разно. Вон даже как загнула деревья. Короче, вон целая сушина. Здесь вон. Короче, с дровами разберемся. Дров в море. Блин, ребята, красота. Аж не верится, как-то все так быстро получилось в этом сезоне. Недавно еще на желицах рыбачил, а сегодня уже по жидкой воде. Вот так. Махом, прям махом. Перетаскал вещи. Здесь не подъехать, слишком полого. Круто. Пришлось заезжать там и метров 200 таскать вещи. Ну все, перетаскал, ребята. В общем, вот так у меня получилось сейчас с новыми сумками. Это как раз вот мои разведки, мои выезды. Вот в таком арсенале я буду двигаться. Пока нет минуса.
Точнее, он был. Сейчас пока тепло, но возможно все поменяется, и там уже будет в арсенале другая печка, точнее другая палатка, и уже надо будет печку брать, потому что холодноватенько. Ночью я даю немножко поспать под утро себе, хоть и Налим это ночная рыбалка, но когда к утру рассветает, я просто ложусь и отдыхаю 2-3 часика. И спокойненько потом еду домой с хорошим настроением. Не убитый такой весь там, а выспавшийся, могу заниматься делами целый день, уже потом не ложиться спать. Куча уток, друзья. Природа ожила, красота. Здесь такой березняк. Можно сок собрать, кстати, березовый поставить. Блин, весна, ребята. Открытие сезона, ё-моё. Да, вот в такую муть будем бросать, ребята. Но Налим не боится этого. Если он здесь есть, то он будет. По вещам получилось, ребята, вот так. Одну сумку я запечатал. Чисто спальник. Маленькая палатка. Коврик, подушечки. Вот сюда на обрыв я установлю ее. И просто буду спать. И птицы, ребята, знаете, они утром, когда начинается, тут их тем более много. Потому что здесь смешанный лес. Вот всякие такие журчания, и ты просыпаешься, вообще бомба. Ну и здесь, в общем, тоже так накидал. Вот маленький столик. С собой беру его постоянно. Там покушать, посидеть, там чай поставить. Нет. Не везде есть места, конечно. Ну, допустим, вот такие, видите, здесь костровище, небольшая скамеечка. Ну, тут гаджеты, что-то, газ, донки, перчатки, дровами заниматься. Газ, газовая горелка, плиточка маленькая. Ну, так что-то, если приготовить. Топор свой любимый, вообще бомба. Ну и донышки, соответственно. Так, по мелочи здесь. Здесь небольшая кухонка. Ну, здесь продукты, сумка-холодильник. Она, в принципе, многие понимают, что как будто бы для зимы. Но, ребята, также зимой она, если какие-то теплые вещи, там продукты ложишь, она не дает замерзнуть, а летом, наоборот, если ты хочешь ложишь охлажденку, она быстро не размораживается. В общем, универсально, но она у меня же такая боевая подруга. И все, можно попить чаю, ребята. Блин, сегодня тепло, 16 градусов. Прям я в одной флиске, футболке, как бы тепло. Ну, взял бушлат, потому что ночью будет холодно, однозначно. Одел уже забродники, снял уже эво. Ноги пускай немножко отдыхают. Так, у нас по времени, ребята, 3:30. В принципе, ранняя весна. Донки надо ставить уже с вечера. Уже вот еще солнце, Налим может брать, потому что вода очень холодная. И местный Налим, если ты в яму кидаешь, и он там стоит, то он будет клевать и днем. Ну, имею в виду, вот, даже при солнце. Но все остальная рыбалка, это, конечно, сумерки и где-то до 11-12 часов ночи самый такой пик. Бывает и утром тоже поклевывает. Ну, это вообще очень ранняя весна, ребят, так что загадывать не будем. Но забросить лучше с вечера. Чем мы этим и займемся. Сейчас чай пью и по стандарту готовим рогатулечки и будем бросать. Метров 10, не больше. Вот, чтобы сразу под берегом донка стояла. Прошелся, посмотрел. Есть места, где можно подойти, спокойно бросить. Но местами придется с обрыва кидать. Так что если какой-то за 1,5 килограмма возьмет, на поводке его аккуратно надо будет поднимать, чтобы не оторвал. Ну или где-то за губу, если засекется, то можно слить рыбку. Ну, посмотрим.
что-то, конечно, в корягах так и есть. Надо выбирать все. По большой воде, ребят, даже не брезгаю вот такими грузами. 250 грамм. Бывает и так, да. Здесь надо было с ножом, конечно, подрезать все в аккурат. Опа. Прет, просто тащит, ребята. Жесть. Течение, конечно, ужасное. Ну что, ребята, выставил я 8 штучек, 10 не получилось у меня. Ну, можно было вот здесь прям, но видите, ребят, здесь и не с обрыва не кинуть, так как шиповник. И спуститься тоже никак. Берега, короче, промерзшие еще, ребята. Искать. Я первый раз-то, конечно, в такое время. Именно вот она как будто бы позволяет, но это очень рано. Приплыли мужики, здесь заводь такая, как старица. Сетки вроде будут стоять. Ну, у нас сейчас все деревни так живут. Сейчас только сетки. Одни сети. Не знаю, ребят. Сейчас пока ставил, проплывало 3 таких здоровых льдины. 2 здоровенных дерева. И, блин, как раз тащит сюда, в эту сторону поворот. И как раз сюда прижимает ближе к берегу. Есть вероятность, что просто сорвет все, ребят. У меня были такие случаи. Просто ночью сижу, темно, костерок. И слышу только одна за одной донка. Я бегом туда с фонариком. А там как раз такая ель, вся вот такая сучкастая, просто ее идет и собирает все мои донки. Короче, из 10 там донок 6 или 7 штук, помню, вырвало у меня. И здесь то же самое может быть. Потому что прям хорошие такие коряги плывут. Ну, таежная река, никуда не деться. Очень много леса плывет сейчас. Не знаю, посмотрим. Ну, как минимум, ребята, отдых, открытие обеспечено. Такая погода. Я уже просто хочу в лесу побыть. Просто уже соскучился именно вот по этому всему. Так что, как минимум, ребята, отдых и открытие будет. А вот по рыбе, как будет, не знаю. Ну, по расчетам надо было в другое место, я так понял. Именно где вытек идет с другой стороны, чтобы хотя бы сюда не гнало какого-то мусора. Потому что донки будут стоять порядком 12 часов. И за 12 часов по-любому что-нибудь, какая-нибудь хламина приплывет. Ну и так стоит звон, ребята. Там видно, какая-то трава зацепила, там коряшка зацепила. Дрын-дрын, дрын-дрын, короче, ну, донку поддевает, леску. Натягивает, потом отпускает. Посмотрим. Небольшой обход, ребята. Ну вот, видите, о чем я и говорил. Короче, вот этого говна будет херачить очень много. И у меня там уже зацеп. И у меня здесь зацеп. Короче, пока вот светло, надо вот эти моменты все пройти, посмотреть. Сильно крутит. Короче, эту донку надо переставлять, ребята. Потому что вот здесь она будет накручивать. Соответственно. Так. Надо куда-то ее так или повыше, чтобы она стояла. Короче, одна неудачная 100%. Тут тоже такой небольшой пятачок. О, смотрите, ребят. Рыба, что ли? Не понял, нифига.
Как будто рыба. Да ладно, ребята. Пойдет. Первый. Опа. Первый муса. Первый муса. Все-таки я не прогадал. Они уже вышли, они уже клюют. Не крупно, ребят, но первый есть. Да нафиг надо. Четко. Первый на лемяха. Так, ну здесь место, да, интересно. Первый есть, ребятки. Смотрю, что-то поддергивает как-то. Вот он. Налим жидкой воды 20-23. Бомба. Надо делать проходы, ребят. Видите, они уже клюют. А пока там лазил, крайние донки. Сейчас будем проверять. Заодно надо взять запаску. Потому что какие-то переставлять буду, скорее всего. Но есть, ребят, не крупный, 500-600 грамм, но есть. Мочим садок, друзья. Мочим садочек. Первый. Садок, правда, конечно, у меня уже порвался весь. Первый, ребята, сезона. Отлично. Тут у нас где-то есть спуститься. Сейчас рогатину вырублю. Ну, в принципе, все получается, ребят. Время 5 часов. Вот, они уже клюют. Солнце еще не село, а уже пошли поклевки. Ну, сейчас я проверю. Возможно, где-то оторвусь. Сделаю перестановку. Нормально. Погнали. Переставляю, ребята, кое-какие донки. Смотрите, какие баланы плывут. Вон, и льдины. Вот как-то так, короче. Тут надо потом будет прийти с ножом, обрезать все. Попробую здесь, потому что с обрыва хрень полная. Нарост чаги, ребята, небольшой. Небольшой наростик. Можно там срезать. Чайку заварить, попить. Ну вот, ребятки, немножко
дровишками позанимался. Принес там вот эту сухую. Там длинная, как бы, мне кажется, мне хватит. Плюс здесь валялась. Тоже ее попилил. По колям. Тут очень много мусора. Всякие бутылки. Банок. Банок вообще бутылок до хрена, ребята. Вон, проволока. Короче, здесь мусор немножко, банки пособираю. Попалю потом все это дело. Стекло. Пластмассовые. Нашел там. До хрена, короче, мусора. Место такое здесь по охоте, наверное, скорее всего, сидят старые бутылки. Блин, красота, ребятки. Птицы поют. Вообще круто. Кстати, по поводу сбора бересты, ребят, вот видите, я когда-то показывал ролик, когда я ходил тоже, собирал бересту, и многим это не понравилось. Но это понятно, что не всем это понравится. Но вот смотрите, как потом береза живет. Ей ничего не происходит. Она также живет, растет. Просто вот без коры. У нас заготавливают на растопку в деревнях. Какая-то кость. Даже не знаю от кого. Ну, видите, тут все вот березы вот эти. Они вот все посняты. И каждую весну у нас многие занимаются прям на продажу. То есть заготавливают и продают. Ну, такова структура, ребята, так скажем. Человек берет от природы что-то. Просто меня там начали сильно оскорблять, что я изверг и так далее. Ну, вы, ребят, просто не были на делянках, в который лес уходит. Непонятно куда. Вот там, наверное, изверги, да. Вот стоят, такая красота. Просто заезжают машины, сейчас вот эти харвестеры. И просто раньше-то бригады ходили, а сейчас одна машина занимает 2 бригады. Просто делает, выносит все. Там, где росли грибы, был таковище. Вот именно там вот обидно в большей степени. И вот возле рек, когда тоже вырубаются, я вот не понимаю. Ну да ладно, мелочи жизни. Время, ребятки. Время 6 часов. Отлично. В общем, у нас до 9 светло. И в 3 где-то рассвет. В общем, сейчас такие ночи, они маленькие. А чем дальше, у нас будет вообще белые ночи. И темнеть вообще практически не будет. Залез, ребята, тут в такие кущобы, блин. Надо немножко приготовить полянку. Что мешать будет ночью при забросе, да чё. Вот, короче, как-то так, ребята. Очередной бонус, ребята. Ох ты, на. И опять это порвалось, непонятно где. Скорее всего, это уже леска устала. Надо менять основную леску. Но я так и сказал, что будем рвать. Будем рвать, ребятки. Так, ее пока забираю. Здесь у нас, в принципе, еще леска есть.
Возле костра свяжу. Дальше видно будет. Но я уже оттуда, ребята, переместил. Оттуда оборвал. Короче, здесь вот непонятно. Уже кидаю, уже не прямо, уже по течению кидаю, чтобы ее она шла, ее не искала никакого этого. А потом подкручивает ее и все равно, короче, цепляется. Ну, в корягах так оно и есть. Это не на песке. Дела не есть хорошо, ребятки. Скажем, проходом теряю донку. Короче, 3 донки получается в самом углу. Они вот стоят прям хорошо. На них как бы буду ожидать к ним большего внимания. Ну и вот здесь то, что осталось. Ну, пускай стоят. Но все равно крутит. Поводки заматаны просто. Течение бешеное. 150 не держит. Сейчас солнце сядет. Вальшипильная тяга начнется здесь. Как раз такие прогалы. И вальшнеп любит такие места. В прошлом году здесь они прям к костру подлетали. Печально, печально. Уже 6 донок. Мужики побросали сетюшки и погнали домой. Такая лодка небезопасная, без жилетов. В возрасте мужики не боятся. Что-то как будто бы такая у них полутонущая лодка идет, как бы. Что-то как-то так. Вода холодная, нырнешь, мало не покажется. Да-да-да. Нашел, ребята, здесь такой гвоздь. В дерево воткнут. Хочу поставить березовый сок. Сейчас выпрямим. Вот так вот. О, пошел. Так, немножко на кружечку, друзья, подсобрать. Берез много, вот, маленьких дырочек наделал. Понятно, делается по-другому все это дело, но на кружку мне хватит. Ну что, друзья, солнышко село. На кордоне тишина. Звоночков пока не слышу. Время у нас 7:30. В принципе, самый пик. Все только начинается. Это даже как-то странно, что Налим в 4 вечера залетел. Ну, не странно. Я сразу сказал, что ранняя весна. Может быть. И потом все, сразу тихо. Хламу плывет, ребята, я вообще не знаю. Просто с откуда-то какие-то кочки, блин. Труба. Ладно, что, костерочек надо монотонно, друзья, надо распалить. Так обозначится.
Места здесь интересные. Медведь уже тоже проснулся. Так что надо немножко дыма. Такая тишина, ребята. Блин, вот этого не хватало прям давно уже. Просто охота была выехать в лес. Даже без рыбалки. Просто вот посидеть. Чтобы вот эта красота, ребята, была. Кто в теме, тут понимает, а так в целом не донести, наверное. Уже начали фыркать, оркать. Вальшнап потянул. Блин, круто. Так, у нас время. Сегодня пасмурно. Что-то затянуло. Потемнеет, наверное, немножко раньше. Не знаю, связал доночки, друзья. Думаю, рядом ставить, там как-то бодаться. Там я и так уже в кусты там залез. Мест больше нету. А с обрывов вот так шмалять здесь точно не хочу. Так что домки я перевязал, но бросать, наверное, не буду. Вот 7 штук осталось. Пускай стоит. Сейчас схожу, посмотрю. Так в целом, вот те крайние снизу, мне они как будто бы нравятся. Более-менее. Ну и плюс уже налимчик попался, значит, есть шанс, так скажем. Ну очень-очень рано, ребята, очень-очень рано. Очень-очень. Немножко надо подождать, еще немножко, недельку хотя бы. Тогда можно будет. Ну, в целом я как бы уже хотел начинать, и это первый выезд, он полноценный. Никакая не разведка, я прям полноценно ехал на рыбалку. Ну, так, чтобы земля промерзшая еще была, я в шоке, конечно. Соответственно, если бы червей не было, дендробены у меня с зимы как бы еще я просто физически не смог бы выехать. На донке очень червей много нужно, а покупать за 140 пачку, что-то это не моя цена. Вот она как-то так. Ну круто, круто, ребята. Блин, кайф, просто кайф. Какой лед херачит. При забросе бы на льдину не забросить. Сегодня я взял, ребят, вот такое освещение в палатку, которую Серега привозил. 2 штуки под парубанк сейчас подключу. И куда-нибудь сюда подвешу. И будет нормал работать. В общем, вот так, ребят, подвесил. Понятно, что этот фонарь не идет для общего освещения. А китайский тот у меня отжил свое. Надо что-то, вот какой-то прожектор сейчас приобретать, мне кажется, и чтоб
Но я люблю, когда общее пространство тоже освещается. Помимо налобного фонаря, еще и небольшой пятачок, где ты сидишь, стол освещается, там готовишь, кушаешь. Ну, в общем, как-то так. Ну, пойдет, я так думаю, возьму, попробую. Короче, не катит, не особо. В палатке, да, в палатке крутое освещение. Проснулись, ребята. Хладнокровные. Чего? Давай ползи отсюда. То на налиму пойдешь. Я, кстати, пару раз ловил, ребят, на лиму, на лягушку. Цепляется за лапку. Ну, конечно, лягушку надо мелкую. Вот. Слышу, кто-то в траве шебрушит. Смотрю, лягушка пришла. Сегодня, ребята, только вяжусь. Там поводок оборвал. Надо поставить. Блин, руки грязные такие. До воды далеко. Руки не помыть. Блин, красота, конечно, погода. Просто теплынь. Что-то надо, ребят, наверное, замутить, покушать. Что-нибудь сейчас пройду. Сейчас еще по доночкам. 9 часов. 9 вечера. И, наверное, что-нибудь забахаем. Пока настроение есть готовить. Пока как будто тишина. Ну, хотя вот до 11, в принципе, всегда сижу. Никогда не готовлю. Потому что сейчас начнешь что-нибудь тут картошку резать, чистить. И, как назло, поклевка будет. Я вот стараюсь дожидать до 11. Самый такой пик времени. Ну, а потом уже спокойно можно дать паузу небольшую. Приготовить, поужинать. Ну тут, ребята, кошмар просто возле этой донки. Я уже с оттуда ее смещал. Вот тут прям крутит и просто всякого барахла сюда накидывает. Невозможно просто. Просто невозможно. Жесть просто. Ну, естественно, здесь зацеп стал. Лягушек, ребята, повылазило, потеплело, и на каждом шагу тут по дороге идешь, лягушки, вон они, одни лягушки, вон еще одна, повылазили, отогрелись, короче. Но земля еще промерзшая, где-то на обрывах, на краях, видать, немножко повытаяла. Минус еще одна донка, друзья. На корню прям оторвал вместе с грузилом совсем. Блин, и на ту, которую поймал, кстати, на лима. Буду вязаться опять.
В общем, ребята, природа оживает. Лягушки поперли, мотыльки. Тепло сегодня, ребят, порядком тепло. Вообще великолепно. Но я, короче, с каждым разом обрываюсь. И уже не знаю, что предпринимать. Переставить я нигде там не могу. Где-то в бок. В общем, одну рву, прихожу, другую делаю, ставлю. Ну, на те хотя бы крайние надо порыбачить. А так, офигеть, конечно. В прошлом году мы здесь были, но не столько зацепов не было. Что-то как-то куда-то не попал. Тишина. Тишина. Травы много. Ух ты. Ну это вот... Что это вот? Трава зацепилась или поклевка? Ну так периодически подзынькивают ребята. Трава цепляется, натягивает, потом отрывается, и вот получается немножко звоночек. Но на это была поклевка, потому что червь был такой пожамкан. Соответственно, надежда есть, ребята. Ну, с места я неправильно встал. Очень много грязи в эту сторону тащит. Надо было ехать в другое место. Ну, уже переночуем. Уже откроемся здесь. Короче, ребята, есть выпечка, есть колбаса, хлеб, понятное дело, картошка, вареные яйца, но это надо будет с утра помянуть. У нас радужница, как она правильно называется? Пасха. Пасха у покойников, так скажем. Батю надо помянуть будет обязательно. Вот такие штучки, друзья, есть. Кстати, вещь такая прикольная. На кружку завариваешь, и реально можно попить и как бы и поесть. Даже коньячок, ребята, брал маленький. Все-таки открытие сезона. Думал, за ужин. Картошку брал, думал, может, что-нибудь пожарим. Вот так кинул, говорю, вот так, чуть-чуть. Что там одному-то, зачем что-то там брать? Я вот не знаю, сейчас картошкой заморачиваться, как будто бы неохота. Супец заварить с выпечкой, и нормально будет. Да? Да. Водичку набрал. Речная. Все. Погнали. Короче, ребята, я решил 2 пакета сразу сделать. Что-то вот как раз жиденького прям охота. Короче, ребят, не знаю, кто бы что ни говорил, ну, вещь прикольная на самом деле. В разы круче, чем заварная вермишель. Это типа как суп-пюре.
там практически ни хрена нету. Есть сухарики какие-то. Ну, какая-то морковка вон плавает. Но он прикольный. Кстати, с Васильевичем. Васильевич, будешь смотреть, тебе привет. Частенько он такие берет вещи. И вот на кружку реально вот горяченького. Быс-быс-быс. С утра. А тем более, когда вот под такую ватрушку еще. Заливную. Не знаю, прям нормально. Короче, прикольно. Ну просто неохота сейчас что-то делать, заморачиваться. А вот это самый раз. Короче, ребят, что, какие дела? Ходить снимать пустые эти проверки с кучей травы, мне кажется, никому это не интересно. Естественно, я кушаю, естественно, я пойду проверяюсь, сижу, проверяю, сижу. В общем, до скольки хватит меня? До 2, до 3. Ну, в 3 уже рассвет. Да. Я, скорее всего, дотяну. Если что-то будет, то будет. А если нет, то просто ставлю маленькую палатку и в спальник ныряю. И сплю 2-3 часа. Просто немножко отдыхаю. А спокойно уже с хорошим рассветом собираюсь и уже без такого кемара, когда, знаете, ночь отсидел, там надо ехать домой и там что-то делами заниматься. Я вот спокойно даю себе поспать 2-3 часа и вообще круто, ребята. Съезжу, наверное, я вниз, спущусь еще ниже, посмотрю там 2 точки. Но я, короче, опять попал на прибовую. Вода до этого падала очень хорошо. Ребята ловили. А пока вот собирался, пока туда-сюда, вода начала подниматься. И вот сейчас буквально смотрю по садку, где плавает налим. Там прям рогатурка уже в воде. Так что подъем пошел все-таки. Скорее всего из-за этого. Ну, съезжу, посмотрю точки. Бензин самой взял. Так как уже в этой стороне, съезжу, посмотрю, как там обстановка. И надо там еще в одно место заехать мне. Кое-что взглянуть. Там вроде там целая рама чермеда лежит. Надо посмотреть, короче. Ну, это мои такие там дела. Так что вот такие планы, ребят. Дай бог, конечно, еще зацепить на лемяшку. Было бы круто. Ну, вот так. Погода просто песня. Я по открытой воде на новой, ребята, лодке. Кайфую. Уже начинается какая-то рыбалка. В апреле месяце. Офигеть. Для севера, ребят, это прям жесть. Все, ребят. Всем приятного. Короче, как будет, так будет. Не знаю. Ну что, ребята, 2:30. Все-таки я дободал ночь. Через полчаса будет рассветать.
Ну, как и планировал, я заваливаюсь, посплю до 7, до 8. В общем, как встану, так встану. Птицы явно разбудят. Наконец-то я в своей маленькой палатке, ребята. Я от нее вообще очень кайфую. Я в ней очень сильно высыпаюсь. Это прям, ну, просто мне так приятно. Заново начинать все это. Эти зимние тяжелые палатки, эти раскладушки. А тут быстренько собрал, кинул коврик, подушечку. По традиции кидаю спас-жилет под голову и отдыхаю. Не без приключений, ребята, прошла здоровенная льдина, где-то 5 на 5, наверное. И вот эту донку и ту донку у меня вырвало, как я и боялся. Короче, потерял кучу донок. Домой поеду, буду делать новые. Ну а пока, ребят, небольшой сон до утра. Доброе утро, ребята. 6 утра. Первая ночь, ребята, весенняя. В палатке. Ну, я скажу, ребят, прохладно было. Земля еще на самом деле очень холодная, она промерзшая. И вот смотрите, я вот спал. Видите, как подо мной не вытаяла, но высохла площадка. В общем, прохладненько, ребята. Прохладненько было, хоть и было где-то плюс 5. Но земля реально холодная. И, соответственно, так еще. Плюс спальник, ребята, не особо, конечно, матерый у меня. Он уже такой весь жженый, прожженный. Кстати, задумался поменять спальники. С мужиками поездил. Смотрю, у всех такие спальники лютые. Спят. Может, маловат, короче, спальник. Надо поменять. Ну что, ребята, 6 утра. Сразу не уснул, валялся. Что-то в телефоне ковырялся. Потом потихоньку заснул. Потом вот эти лягушки по траве шебуршат прям возле палатки. Ну и потом уже птицы. Прошел мотор. Соответственно, как бы все равно так крепко не спал, но покемарил нормально. С утра ветрено, но сегодня тепло. В районе 20 градусов, ребята. И смотрю, что вода просто, ребята, просто поднимается страшно. Вот у меня садок. Я мало того, что ветку ставил в землю, садок
Относительно только дно было в воде. А сейчас, смотрите, полностью затоплено. Короче, вода, ребят, поднялась на сантиметров 20, наверное, за ночь. Вот и не получилось рыбалки. Плывут льдины, я не знаю, откуда их ломают, с каких-то, наверное, курь, старец. Хотя местами льдины проплывают такие прям масштабные. 5 на 5, а то и больше. Ночью проходила льдина, здесь поломала. И две жерлицы, хотел сказать, две донки, ребята, просто вытянула. Ну, не вырвала, сорвала крючки. Короче, рогатульки выдержали. Ну, все равно кайф, ребята, кайф. Я кайфую. Первая весенняя ночевка по налиму. Красота. Ну что, потихоньку сейчас соберу снасти, соберу вещи и как планово хотел прокатиться, проверить. Ну, проверять особо далеко не поеду, так понятно, что вода поднимается. Смысл сейчас планировать туда. Надо просто искать место. Не в тяг, вот как я попал, поворот и в тягу именно по этой стороне. А надо, наоборот, вставать там, где тяга уходит по этой стороне, и, допустим, на повороте где-то как-то вставать. Птицы, ребята, просто птицы. Всю ночь под утро как начали. И ночью и гуси тянули. Потом под утро косачи где-то вот здесь на полях запели. Ну, круто, круто. Ладно, братцы, что, позавтракаем. Еще у нас березовый сок, не забыть надо. Дорожку забрать. Да. За эту рыбалку, ребята, я остался тупо без донок. Блин, там что там, ветка какая-то, что ли? Опа! Да ладно. Еще, ребята, на лемяшка попался. Все-таки клюнул. Смотрите, сидел уже очень плохо. Небольшой бармалет. Бармалей. Под утро, что ли, подошел или что? Ну, эта донка клювала. Соответственно, что тут у нас живет бродяга? Стоять. Давай в садочек, брат, пока. Потом посмотрим. Вот так у нас второй, ребят, на лемяшка. Все-таки открылись. Ну, там она вообще под корнями была уже. По берегу, видать, утром вышел. Но я вчера бодался до 2. Эту даже донку стащила льдом. Она нормальная, остальные порвала. Вот видите, ребят, что происходит. Просто все у берега всякими такими ветками зафигачило. Короче, надо делать новые донки. Леска, видать, прохудилась уже местами, потому что вчера лопалась. А так 0,7 порвать не так уж и просто. Так что надо будет перебрать. У меня там пару бухт есть, сотки. Надо будет перебрать. Так, ребят, что у нас вот за ночь? Ух, нифига себе. Смотрите. Полкотелочка. Огонь. Сейчас залью в термос.
будет холодный. Как раз покататься мне, попить. Круто. Ну что, ребята, потихоньку стаскал вещи. Сейчас еще одна ходка, заправил. Полный бак получилось, так что можно подвигаться. Че, ребята, открытие сезона получилось. Даже с ребейкой. Небольшие засранцы. 2 небольших налимчика. Понятно, не крупно, ребятки, но это уже открытие, уже радует. Вон такие бойкие. Это чуть покрупнее, тот вообще малыш. Того отпускать сейчас буду. Сейчас только зафотою. Вот как-то так, ребят. Короче, начинаем, ребята. Начинаем движуху. Ну что, греемся. Ну все, ребята, собрался, поеду сейчас покатаюсь. Короче, целый день проведу на реке. Надо посмотреть кое-что. Но это уже останется за кадром, так как никому это не интересно. Ну что, первое открытие, ребят, первая рыбалка. Все понравилось. Погода, блин, ну да, вода и вот эти коряги, конечно, немножко так. Ну и то, ребята, 2 налимов увидели. Я даже не ожидал, что вообще что-то поймаю, потому что приехал, смотрю, такая тяга. 250 и не держит, думаю, блин, куда попал. А так, ребята, круто, новый сезон, новые эмоции, вообще прям заряд бодрый на новой лодке, ребята. В общем, огонь. Все ссылочки, ребят, в описании по поводу сумок, по поводу лодки, вся информация, кому интересно, оставляю, заходите, смотрите, узнавайте. Ну и все. А я погнал, ребят. Давайте увидимся. Пару дней, наверное, дожди будут сейчас, как обещали. Ну, как раз там домашние дела, там кое-какие движухи, надо в город будет съездить. Переберу доночки и вперед на новые места. Все, пока.